Здравствуйте, в эфире новости, в студии Василий Раченко и главное к этому часу. 107 случаев COVID-19 выявили в регионе за сутки. В Якутии увеличат коечный фонд, в том числе для тяжелых больных. Действенным способом борьбы с коронавирусом является дистанцирование и масочный режим. В столичном транспорте возобновили контроль за соблюдением мер. Сегодня работники почты отмечают свой профессиональный день. Наши нерюнгринские корреспонденты побывали в отделении нового формата. В Якутии за последние сутки выявлено 107 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 70 выявлено в Якутске, по 5 в Амгинском, Мирнинском районах, по 4 в Алданском, Хангаласском, Чурапчинском, по 3 в Усть-Алданском, по 2 в Вилюйском, Горном, Нерюнгринском, Алекминском, Татинском районах и по одному случаю в Намском и Оленёкском районах. На заседании оперативного штаба сегодня глава Якутии Майсан Николаев заявил о необходимости увеличения коек, в том числе для тяжелых больных, которым нужна кислородная поддержка. Среди превентивных мер, которые необходимо принять в ближайшее время, он назвал дальнейшую иммунизацию людей от ОРВИ и гриппа, проведение контрольных мероприятий по выявлению нарушений ограничительных мер, усиление разъяснительной работы, а также соблюдение масочного режима. Нам действия все-таки проводить в первую очередь по недопущению дальнейшего распространения болезни. С этой точки зрения, насколько я знаю, вот город уже ряд мероприятий начали проводить вместе с правоохранительными органами, Роспотребнадзором, органами исполнительной власти республики. Сейчас это надо более интенсивно и более еще действенно проводить, особенно в преддверии сейчас выходных дней. Работу нескольких объектов торговли приостановят в Якутске из-за нарушения ограничений. Как сообщила замруководителя регионального оперативного штаба Ольга Балапкина, в суд уже подано обращение. Усилена работа административных комиссий. В ряде муниципалитетов штрафуют не только учреждения торговли, но и организации, в которых выявлены нарушения. По словам Балапкиной, на прошлой неделе нарушение безопасных условий зафиксировали в одном из управлений соцзащиты Якутии. Отмечается, что по данному факту приняты соответствующие меры. Масочный режим в столичном общественном транспорте вновь начали контролировать. Это касается всех видов авто, как автобусов, так и такси. Контроль за соблюдением мер ведется профильными подразделениями окружной администрации Якутска. Также сами водители маршрутного транспорта обязаны соблюдать меры безопасности и проводить обработку салона по приезду на конечную станцию. Обработка автобусов происходит на каждой конечке. Соответственно, после работы влажная уборка полов. И все протираем, все. Кто-то соблюдает, кто-то не соблюдает, кто-то в масках заходит, кто-то без маски заходит. Ну, мы ничего не можем сделать, мы же не можем их выгонять или так далее. Как видно из статистики, в Алданском районе ежедневно выявляется по несколько случаев новой коронавирусной инфекции. На борьбу с распространением вируса направляются все силы. В общественных местах усилен контроль за тем, чтобы граждане использовали средства индивидуальной защиты, а также соблюдали социальную дистанцию. В организациях установлены рециркуляторы и ионизаторы. Санитарная обработка в помещениях также обязательна. В учреждениях образования и здравоохранения на входе проводится термометрия. В детских садах и школах ведется и мониторинг посещаемости. В настоящее время наблюдается сезонный рост простудных заболеваний. Цель – не допустить симбиоза двух недугов. Именно от всей нашей совместной усилий мы можем победить эту инфекцию. Требуется совсем немного. Это населению соблюдать масочный режим, соблюдать социальную дистанцию, соблюдать те гигиенические мероприятия, которые мы выполняем каждый день. Это мыть руки, это проветривать помещение, это обращаться к медицинским работникам при первых признаках заболевания вирусной инфекцией. Вакцинация от гриппа в Мирнинском районе продлится до ноября. Сделать прививку можно в поликлинике, а работники Алроса могут привиться в здравпунктах медцентра компании. Пока защитилась от сезонного вируса гриппа лишь треть жителей района. Александр Ширжуков на своем примере покажет, что не стоит бояться прививок. Температура нормальная, 36,5. Повысилась. Давайте посмотрим горлышко. Угу. Хорошо, хорошо. Все, выгодны, можно сделать прививочку, пожалуйста. Вакцинацию разрешаю.
Недолгий осмотр терапевта, десяток вопросов и пара процедур. Такой набор действий проходит здоровый человек перед вакцинацией от гриппа. На все про все 10 минут, и вы уже в процедурном кабинете. Немножечко пощиплет. Держите. И до, и после укола медики обязаны ответить на вопросы пациентов о препарате и предупредить о возможных последствиях. Пациентов предупреждаем о том, что возможны какие-то местные реакции, гиперемия, зуд, побаливание места укола. Также предупреждаем о том, что возможны легкие респираторные явления. В первые сутки не употреблять спиртное, не переохлаждаться. Душ принимать можно, но не купаться. Укол убережет от гриппа и его осложнений, например, отита, бронхита, пневмонии, инфаркта миокарда и инсульта. Действует защита примерно год. Противопоказаний немного. Прививку не поставят, если у вас аллергия на куриный белок, обострение хронического заболевания или простуда. Сейчас в связи с сложившейся эпидобстановкой мы спрашиваем, чтобы хотя бы в течение месяца не было простудных заболеваний никаких, месяц-два. Тогда да. А если человек уже переболел каким-то простудным заболеванием, то в течение месяца прививка ему не ставится. Привиться важно, если в вашем кругу общения есть беременные женщины, маленькие дети, пожилые или ослабленные болезнью люди. Так прививкой вы защитите не столько себя, сколько своих близких. Пока защищенных в Мирнинском районе всего треть. Из 70 тысяч жителей района прививки от гриппа поставила почти 21 тысяча человек. Из них 6 с лишним тысяч – это работники Алроса. В прошлом году желающих привиться было больше, почти половина жителей. Правда, в том году и вакцинация стартовала раньше. Прививка – дело добровольное. Время получить защиту еще есть, но есть ли желание? Скажите, пожалуйста, а вы поставили уже прививку от гриппа? Нет. А почему? По показаниям. Буду, но пока не поставили. Пока не до этого. Еще нет, не поставили. Ну, мы взвешиваем все за и против, какие могут быть побочные действия. У нас в институте прививочки делаются. Все мы сделали, все замечательно. Здоровенькие. Нет, не прививался. Скажите, пожалуйста, а вы поставили уже прививку от гриппа? Ой, давным-давно уже. Не болеем и никому не советуем. В больницах района бесплатная вакцинация продлится до ноября, однако врачи советуют не тянуть. Иммунитет после прививки появится не сразу, а грипп уже на пороге. Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ мы ожидаем уже с октября месяца. А пик заболеваемости придется на ноябрь-декабрь месяц. Также в этом сезоне ожидается повышение заболеваемостью микст-инфекциями. В данном случае это будет грипп плюс коронавирусная инфекция. Но прививка от гриппа облегчит протекание заболевания, вызванное микст-инфекциями. В этом эпидсезоне в арсенале у медиков 2 вакцины. Обе защитят от 3 актуальных штаммов гриппа. Препарат Флю-М для взрослых от 18 до 60 лет. Детям же с 6 месяцев ставят Совигрипп. Вакцинация продлится до конца октября, однако врачи советуют сделать прививку заранее, ведь на формирование иммунитета в случае с вакциной Флю-М понадобится до 14 дней и до месяца при другом препарате. Только так вы подойдете ко вспышке гриппа во всеоружии. Александр Шершуков, Анна Брянская, Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники почтовой связи. Он появился по инициативе Всемирного почтового союза еще в 1969 году. На сегодня эта служба остается незаменимой, востребованной и в наше стремительно меняющееся время. В Якутии более 400 почтовых отделений, в которых работает порядка 2000 сотрудников. Почта не имеет аналогов в плане масштабов по предоставлению услуг. Она не прекратила свою работу даже на фоне пандемии коронавируса. 431 отделение по республике. Мы проводим в них ремонты. В прошлом году мы провели 25 ремонтов. В этом году в связи с пандемией планы по ремонтам были перенесены на следующий год. Но в этом году мы закончили ремонт в Нерингре, нового отделения. И в селе Оленек силами администрации было введено в эксплуатацию новое здание почты. Вот на днях. Первое в Якутии отделение почты России нового формата. Почти месяц функционирует в Нерингре. Оно организовано по принципу открытого пространства и предоставляет все виды почтовых и финансовых услуг. Сегодня, во Всемирный день почты, наш корреспондент Екатерина Павлова встретилась с работниками почтамта и узнала, как проходят трудовые будни в празднике.
Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне? Сегодня, в век высоких технологий, работа почтальона не потеряла своей актуальности. Не считая километров, пройденных за день по улицам, герой нашего сюжета, жизнерадостная и открытая Галина Броняк, продолжает радовать своим приходом тех, кто ждет ее со знакомой сумкой на плече. Галина Николаевна работает на почте почти 30 лет и уверена, что мы еще долгие годы будем заглядывать в свои почтовые ящики в ожидании добрых вестей. Начинала свой путь в поселке Чульман, там проработала 10 лет. Потом переехали, купили жилье, переехали сюда и перевелась сюда на почту. Я на почте уже 29 лет. Меня устраивает все, мне нравится на свежем воздухе, нравится с людьми работать. Рабочий день почтальона начинается с планирования маршрута и сортировки корреспонденции. У каждого работника почты свой подведомственный участок. Почтальон считает, пишет, внимательно сверяет и просматривает, следит за платными доставками. Заходя в нужный дом, еще раз сверяет номер дома и квартиру и вкладывает конверт в ящик аккуратно и не спеша, чтобы не помять его. Когда мы начинали, у нас было очень много корреспонденции, именно газет, журналов. Мы очень много, большие пачки сильно мы носили. Сейчас стало больше писем, бандеролей, посылок стало больше. И услуги поменялись. А если раньше мы не оказывали такие услуги, как вот доставка счетов мы не носили, посылки мы не носили в доставку, телеграммы была отдельно доставка, эти повестки, то сейчас это все носим мы. Сегодня родное отделение почты Галины значительно преобразилось, став новым форматом ОПС будущего. Оно стало универсальным, более удобным, с операционным залом, оснащенным модульными системами, с адресной системой хранения и услугой по предварительной записи на посещение. Мы имеем, конечно же, большой успех среди населения. То, что было до этого и сейчас, это большая разница, потому что мы стараемся не отставать от современных всех технологий, всех инноваций. То есть хотим быть ближе к своим клиентам. Мы абсолютно все предусматривали. Обычно рабочий день почтальона заканчивается в 16 часов. Он должен отчитаться за доставку всей корреспонденции и, наконец, со своей уже пустой сумкой налегке идти домой. Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри. В Стокгольме назвали имя Нобелевского лауреата по литературе. Несмотря на то, что в пятерке фаворитов у букмекеров, которые принимали ставки, ее не было, академики присудили победу американской поэтессе Луизе Глюк. Чем она удивила судей, узнаем в следующем материале. Постоянный секретарь шведской академии Мац Малм объявил в четверг в Стокгольме имя нового лауреата в области изящной словесности. Нобелевская премия по литературе за 2020 год присуждена американской поэтессе Луизе Глюк за ее безошибочный поэтический голос. По его словам, Глюк восприняла это известие как приятный сюрприз. Творческий путь награжденной описал председатель Нобелевского комитета по литературе Андерс Олсен. Луиза Глюк дебютировала в 1968 году с книгой «Первенец», которую высоко оценили самые выдающиеся американские поэты. Она опубликовала 12 сборников стихов и эссе. Их все отличает стремление к ясности. В центре ее творчества – детство и семейная жизнь, отношения с родителями, братьями и сестрами. Прежде Глюк удостаивалась других почетных наград. Президент Барак Обама вручил ей медаль за достижения в гуманитарной сфере. Церемония вручения Нобелевской премии состоится в следующем году. Это вся информация к данному часу. До встречи в следующем.